Почти полгода Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника работает как центр реабилитации приболевших коронавирусом. Уникальные возможности этого медучреждения оказались как нельзя кстати в период пандемии. Решением главы Коми и Минздрава Республики в августе физиотерапевтическая поликлиника Ухты стала первым в России медицинским учреждением, которое комплексно занимается реабилитацией пострадавших от COVID-19. О том, как она проходит, узнала Виктория Науменко. Мало переболеть коронавирусной инфекцией, важно не упустить развитие осложнений, говорят доктора. Новый вирус коварен, и больной даже при отрицательных тестах на ковид может еще долгое время чувствовать недомогание и даже оставаться нетрудоспособным. Жизненно важно доводить лечение до конца, поясняет главный врач Ухтинской поликлиники. Могут остаться остаточные явления, то есть замещение легочной ткани фиброзной тканью, которая не дышит, то есть тем самым качество жизни пациента значительно ухудшится. Эти характерные симптомы после перенесенного в ноябре коронавируса появились у Дины Ситниковой. Болезнь протекала относительно легко, несмотря на пожилой возраст пациентки. Поражено было 8% легких, вспоминает женщина. Однако после выздоровления она продолжала испытывать серьезное недомогание. Я живу на 5-м этаже, и подниматься до 2-го, 3-го, потом встаю. А теперь уже нормально. Даже по улице ходить не могла, задыхалась. Теперь все, нормально хожу. Дина Вячеславовна проходит реабилитацию 5-й день, и эффект уже чувствует. Женщина посещает сухие углекислые ванны, электрофизиопроцедуры, ингаляции, делает капельницы и инъекции лечебными препаратами. Весь обширный список процедур, который грязлечебница вот уже 30 лет предоставляет ухтинцам, стал эффективной профилактикой опасных осложнений новой коронавирусной инфекции. У нас используется большой арсенал аппаратной физиотерапии. Это магнитотерапия, вот это магнит, турботрон, калибри, алмаг, магнитотерапия. Все эти методы обладают рассасывающим действием, повышают иммунитет, улучшают трофику ткани, трофика питания ткани, улучшают кровообращение. Учреждение расположено в уникальном месте, где сконцентрированы природные целебные источники. В 2 километрах находится озеро Пионерское, откуда привозят лечебные грязи, а прямо под зданием скважина с минеральной водой. Вот это наши минеральные ванны. Она у нас очень концентрированная, поэтому подходит только для наружного употребления, мы ее разводим. Концентрация 55 грамм на литр, то есть это рассол. В ход идет даже лечебная физкультура, которая оказывается важнейший этап реабилитации. Также в комплексе реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии очень широко применяется лечебная физкультура во всех видах, в том числе и дыхательная гимнастика. Это очень важно, это занимает большую часть реабилитации. Юрий Куралец провел с коронавирусом неделю дома и 2 в больнице. Выписался 10 декабря. После болезни мужчина ощущал мышечную слабость, быструю утомляемость. В норму помогла прийти именно лечебная физкультура. Эффект ощутил уже после 5-го занятия, пока он прошел 8. Самое основное, конечно, дыхательные упражнения, которые даются на МФК, 10 занятий, которые позволяют легким лучше развиваться, восстанавливаться. В целом процедура – это азикирит, это сухие ванны, обработка СО2, в ванной находимся от 26 минут, плюс массаж легких со спины. Общий курс бесплатной постковидной реабилитации в Ухтинской физиотерапевтической поликлинике длится от 14 до 21 дня в зависимости от показаний доктора. Предварительно пациент проходит особое тестирование, оценивающее состояние организма. Пациенты поступают с оценкой по шкале реабилитационной маршрутизации, такая специфическая, 2 и 3 балла, то есть легкая и умеренная степень нарушения жизнедеятельности. Дальше они проходят тесты уже у наших специалистов, это тесты интенсивность депрессии и тревоги, оценка качества жизни, оценка переносимости физической нагрузки, индекс одышки, то есть все это мы здесь проводим, и уже по результатам назначается индивидуальное лечение каждому пациенту. С августа реабилитацию в Ухтинской физиотерапевтической поликлинике прошли 314 человек. Из них 3 детей. Еще 64 пациента закончат процедуры до конца 2020 года. А в следующем году возможности Ухтинской грязелечебницы станут еще шире. В рамках трехстороннего договора между республикой, муниципалитетом и градообразующим предприятием в учреждении идет долгожданный ремонт бассейна. К осени помещение будет готово, и здесь начнут проводить не менее полезную для реабилитации лечебную физкультуру в воде. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.